Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на события будущей недели. Неделя у нас обещает быть интересной, потому что в воскресенье у нас начинается коридор затмений. И случиться может что угодно. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, какой будет эта неделя именно для вас. Пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! С кем-то общаться будете. Много общения у вас будет, много разговоров. Не все разговоры чистые, не все светлые, не все спокойные. Несколько неприятных моментов будет, больше как на стычке, похоже на выяснение отношений. Но вы из этих разговоров выходите победителем, либо победительницей. Да? Мужчина-победитель, женщина-победительница. Тот, кто смотрит, я к вам обращаюсь, именно вы будете выходить, брать вверх, да, ваша крыша, либо ваш потолок, а у вашего собеседника пол, да, либо стены. Не просто, но все возможно, все получится. Помимо вот этих выяснений отношений, еще и хорошие разговоры идут. Положительные, теплые, какие-то предложения, какое-то участие, кто-то к вам сердечность проявит. Знаете, вот такую милоту, да. Человек там сочувствие проявит, эмпатию, желание помочь, там кто-то подскажет, кто-то укажет, кто-то предупредит. Очень много разговоров, очень много информации. Тут и личные встречи могут отыграться, и встречи со знакомыми людьми, с незнакомыми, еще пока незнакомыми. И также вот интернет, посты в интернете, сообщения в мессенджерах, смски, ну и также телефон. Общения будет очень много. Так, еще на будущей неделе какой-то пропеллер закрутится, будет запущен, закрутится с левой стороны. То есть дословно вы этого не ждете. Для вас это будет что-то сверхъестественное, ненормальное, непривычное, необычное. Вот как что-то запустится, какой-то процесс запустится. Процесс, кстати, важный, да, на вашу жизнь повлияет и на жизнь других повлияет. Может быть, какой-то новый законопроект, может быть, какое-то новое правило, может быть, какое-то даже дело, но что-то важное, интересное и очень необычное. Как-то люди немножко так с тревогой будут посматривать, но плохого не случится, просто элемент неожиданности проиграется, да? Пропеллер запустится. Также я вижу, что на будущей неделе вы как-то будете чувствовать себя в какие-то дни на пике, да, вот что я сильна как никогда, я все могу, я все хочу. А в какие-то дни наоборот, у вас вот состояние, что вы прям чувствуете, вот лучше отдохну, да, лучше отложу важные дела, там, не знаю, лишний раз посижу, отдохну, там, ничем заниматься не буду. У вас как скачкообразная энергия распределяется. То вы чувствуете свою силу, то вы чувствуете себя в разбитом состоянии. Как несколько дней в плюс, несколько дней в минус. Но опять же, коридоры затмений очень часто в эзотерике принято называть коридорами, тоннелями трансформации, да. То есть то приходит, то уходит. Да? Вот сила будет то приходить, то уходить. Не пугайтесь, все нормально. Это не признаки какого-то заболевания, либо там вампиризма. Нет, это просто данность. Да? Из-за того, что небесные тела играют свою игру, выравниваются, выстраиваются, перестраиваются. Да? На разных людей это будет влиять по-разному. Еще у вас показано, что очень много правды откроется. Не вся правда как приятная будет, да, тут и горькая правда откроется. Много с левой стороны открытий вас ждет. На некоторые вещи, на некоторых людей по-другому смотреть станете. Вот что-то будет выясняться, проясняться, открываться.
приходить, да, информация будет приходить, и вы будете менять свою точку зрения, вы будете менять свою точку восприятия, и даже какие-то моменты, когда вы вот от кого-то отвернетесь, а кому-то наоборот повернетесь. Да, вот вплоть до такого даже может дойти. От каких-то вещей вы откажетесь, но какими-то делами вы займетесь. Да, либо вот вам понравится что-то, что-то разонравится, что-то понравится. Кто-то разонравится, кто-то понравится. Да. Вот, скачет настроение, скачет энергетика. И вот вся эта правда, которая просто вот как с неба дождем на вас падает, не во всех моментах она приятная. Еще раз говорю, что-то прям категорически не будете воспринимать, либо горько будет, а что-то, наоборот, на благо вам пойдет. Неделя непростая. Да, это непросто. Коридоры затмения — это непросто. Коридоры трансформации еще сложнее. Но, мои хорошие, кто зашел на эту отсыпку, я вижу, что к выходным ситуация у вас изменится. И вот под самый там суббота-воскресенье, да, вот в субботу у кого-то начнется, у кого-то прям с утра в воскресенье. Вот прям какие-то хорошие события, хорошее настроение, хорошие события, хорошее предчувствие. И вот прям оживаете, да, в себя приходите. На работе очень нервная обстановка у кого-то будет. Если вы работаете сами на себя, но работаете с людьми, там клиенты, заказчики, то люди какие-то прям дерганые, нервные, будут ходить, там, не знаю, токсичность повышенного уровня. Знаете, загрязняется воздух. Не обращайте внимания, не акцентируйте внимание. Поймите, что на всех людей вот этот коридор затмения, он влияет по-разному. Проявляются, понимаете, люди проявляются во всей своей красе. Даже если человек очень профессионально носил маску и никогда не был замечен в какой-то гадости, пакости, подлости, то это не значит, что он хороший. Да? Вот все будет проявляться. Каждые низменные черты, каждые там негативные характеристики, либо наоборот, каждые очень хорошие черты человека, хорошие отношения, там, доброта души, кристальность сердца, все это будет проявляться. Хочет человек этого, не хочет, но все будет проявляться. И все будет видно. Это как на показ, знаете, как витрина магазина. Да? Вот все выставляют, самое лучшее выставляют на витрину. Вот и здесь. Но тут не только лучшее, но и худшее будет выставлено. То есть очень многое будет вас шокировать. То есть люди, с которыми вы там дружили годами, десятилетиями, вдруг окажется, что человек вообще сволочь. Сволочь, причем ужасная. Либо наоборот, вы к кому-то не имели интереса, либо избегали, да, человек не нравился. А окажется, что человек прям душа кристальная, чистая. Да, будет о чем подумать. У вас такие вечера напряженные, когда вы, вот, отходя ко сну, начинаете там прокручивать в голове день, события дня и думать: ничего себе, да. А вот как в жизни бывает. Так кто бы мог подумать? Меняется, тональность меняется, как выравнивание. Мне идет вообще выравнивание между добром и злом. И даже вы как-то к каким-то вещам по-другому начинаете относиться. Очень много философских рассуждений в голове у вас, я чувствую, будет. Многое, как и маски, и тени сбросит. Что-то откроется, что-то, наоборот, закопается. Да? Странные у вас будут ощущения, очень странные. Будет казаться, что от вас ничего не зависит. А в какой-то момент будет казаться, что только вы все решаете. Понимаете, вот так будет идти. Где-то вы проявите силу, где-то, наоборот, слабость. То есть от вас это тоже не зависит. На вас это все влияет и на всех влияет. Но вы как-то спокойно будете переносить это, да, на ногах спокойно. А у кого-то прямо ноги могут подкоситься, да, многие люди могут плохо себя чувствовать, да так плохо, что вот прям прикованы к кровати будут, да, либо с температурой будут, либо вот полуобморочное состояние у кого-то будет. А у кого-то наоборот, прям человек весь горит в огне, да, тут и эмоции, и импульсы, сила. Разное будет, разное. Но вы, я вижу, более-менее нормально переносите. Конечно, потрясения будут, но вы нормально переносите. Вы на ногах. То есть нет такого, что вы отрываетесь от земли, либо наоборот на землю падаете. Вы ровно, четко стоите на ногах. Да, немножко потрясю. Вот такой вот он коридор затмений. Так, мужчина. На мужчин, кстати, коридор затмений повлияет больше, чем на женщин.
Это я сразу говорю. Если вы мужчина, то готовьтесь. Если вы женщина, ничего не удивляйтесь. Так тому и быть, да, так должно быть. Мне вот идет, что мужчина на женщину на свою другими глазами посмотрит. Просто вот как очнется, как будто бы спал, да, как будто бы в какой-то море находился. А может, действительно мора была, да, может, на мужчине приворот был. И мужчина посмотрит на женщину другими глазами. Вот поймет, как был неправ, как ошибался, либо обижал, либо там несправедливо поступал. Захочется все изменить, захочется все исправить. Если вы жена, то муж прям будет ходить, там, не знаю, щенячьими глазами на вас смотреть. Будет прям как Золушка по дому бегать, помогать. Если вы невеста, если у вас парень, то мужчина прям весь в романтику уйдет, там, такого вам наговорит, такого наобещает. Ну вот прям поймет, что вы женщина всей его жизни. Если вы поссорились, то мужчина будет настойчиво искать встречи с вами для того, чтобы с вами помириться. Да, у мужчины прозрение. Так, еще я вижу у вас лошадь. Лошадь маленькая, мелкая. Пони, да? Скорее всего пони. Ну, либо мини какой-то, мини-лошадка, мини-хорс. Лошадка бежит слева направо. Знаете, для вас это очень хорошая возможность. Может быть, лошадка неказистая, да, мелкая, но при этом, поверьте, у нее хороший задел на рост. Работа, подработка, возможность получить хороший оффер. Ну, может и не хороший, да, может и скромный, но неплохой, сам по себе неплохой. То есть, возможно, какая-то номинальная должность со временем может обернуться для вас крутыми карьерными взлетами. Либо обычная подработка может свести вас с такими крутыми людьми, которые будут вам крестной феей, да, крестным феем, крестная мама-фея, да, крестный папа-фея, да, вот до такого даже может дойти. Не отказывайтесь. Если она бежит к вам, что покатайтесь, да, поработайте, примите. От вас не убудет. Но вот, а если прибудет, то прибудет по-крупному. Не сразу, не в коридор затмений. Коридор затмений, кстати, у нас до 21 сентября идет. Ну, может быть, и в этом году прибудет, а может и в следующем. И еще показано, что нельзя дергать осла за хвост. Ну, осел, он, конечно, очень милый, но у него есть зубы, и он кусается. Осел — это упрямец. Человек, который упрямится, артачится, человек, который, ну, ему ничего не указ, да, вот что-то решил, что-то себе в голову вбил, так и поступает. Возможно, вы будете пытаться дергать этого осла за хвост, то есть останавливать человека от каких-то глупых, безумных, ошалевших идей, да, то есть будете пытаться там что-то скорректировать. Осел может укусить из-за своего характера, да, из-за того, что, ну, неуправляемое животное, да, своевольный человек, животное, своевольный человек, неуправляемый человек, ну, характер такой. Вот. Хотите помочь, человек сопротивляется, да, Господи, пусть идет, ошибется, пусть шишку набьет, может быть, мозги на место встанут. То же самое, если кто-то рядом с вами будет пытаться какого-то упрямца остановить, либо просветить, так и скажите, не стоит, оно того не стоит. Человеку нужно прожить этот опыт. Возможно, у человека именно в этот период карма очищается, да? Человек ошибается, человеку больно, через боль осознает свои ошибки, признает свои ошибки, судьба меняется. Не надо. Кстати, очень много будете видеть таких моментов, где люди допускают какие-то страшные роковые ошибки по глупости. Кстати, вот кто водит автомобиль, будьте аккуратны на дорогах, потому что люди, ну, немножко будут как сумасшедшие, оголделые, невнимательные, агрессивные, да, вот это все может быть. Если есть возможность отказаться от использования личного автомобиля, откажитесь. Если такой возможности нет, очень аккуратно водите. И поймите, что в это время на дорогах очень много дураков. Ну, они, может быть, и не дураки, но в таком дурацком состоянии люди, да, сами собой не владеют. Вот. Тихо, потихонечку ехать, не реагировать, да, на всякие там сигналы, на всякие замечания там, и придирки. Вот, тише едешь, дальше будешь. Дальше, мои хорошие, в мусоре как будто бы какой-то бриллиант сияет.
большая вероятность найти что-то очень ценное, либо обрести очень ценное, либо какое-то уникальное знакомство еще может отыграться. Там, где не ждете, там, где мусор, да, что-то старое, ненужное, вот именно там вы находите. Может быть, даже и на мусорке что-то найдете, да, пойдете мусор выносить, а там кто-то случайно, не знаю, там колечко уронил, либо еще что-то уронил. Либо, может быть, пойдете в какую-нибудь там забегаловку, да, типа фастфуда, а там какой-то респектабельный человек кушает, вы познакомитесь, да, и так может отыграться. Может, свои какие-то старые вещи будете перебирать, либо там мусор какой-то выкидывать и что-то ценное найдете. Ну вот среди мусора бриллиант показан, сияет очень ярко для вас. Еще, мои хорошие, подгорать будет у каких-то неадекватных, агрессивных людей. Агрессивных и неадекватных по поводу вас. То есть, скорее всего, у вас с этими людьми достаточно напряженные отношения, может быть, нелицеприятные отношения. У них прям будет подгорать. И я вижу, что эти люди, они будут бежать в вашу сторону, но они будут скользить и падать, и кубарем лететь. То есть люди, пытаясь навредить вам, будут допускать какие-то роковые страшные ошибки, которые просто вот против них, да, все будет оборачиваться против них. Не могу вам конкретизировать, да и не хочу, потому что это какие-то негативные моменты. Что вы должны знать, что да, недоброжелатели будут очень активны, но все их действия по отношению к вам, все обернутся против них, да, вот негативом обернутся. Они будут скользить и падать. Вот как по скользкой дорожке бегут, не могут удержать равновесие, да, и не успев добежать до вас, они падают, там, ломают себе, не знаю, ноги, допустим, спины, головы. Вот как-то так мне идет. Очень эпично. Знаете, какой-то экшен прям, да, в вашей жизни появится. И каждый день вас будет в этом плане удивлять. Очень много людей упадет, прям очень много. Так, ну, каждому свое, да, каждому свое. И значит, им время пришло падать. Так, старайтесь, пожалуйста, в это время избавляться от всего, что вам не нужно. То есть имеется в виду какие-то старые вещи, захламленность в доме, да, расчищайте пространство. Это в ваших интересах, потому что со старыми вещами будут уходить и старые обиды, и болезни, и неприятности, и моменты невезения. Да? Вот вы выносите из своего дома, и все это негативное уходит. Желательно, конечно, сделать генеральную уборочку. Ну, понятно, что не каждый осилит. Я, например, точно нет. У меня сил не хватит делать эти уборочки. Вот. Желательно делать своими руками. Почему? Потому что если вы пользуетесь услугами клининга, ну, это не есть хорошо в плане энергетики, в плане, скажем так, энергетической гигиены. Да? Если вы это соблюдаете, например, как я, то вы понимаете, о чем речь. Если для вас это не проблема, то, конечно, да, есть возможность, вызовите клининг, пусть он там все отпылесосят, отмоют, чтобы было чисто. Это тоже хорошо повлияет. Чем чище ваш дом, тем чище ваша жизнь в энергетическом плане. Я в этом плане очень брезгливый человек, скажу честно. Я уважаю клинеров, я уважаю людей, которые так тяжело работают, да, делают дома людей чистыми. Но это лично моя такая позиция. Да. Я все-таки сама. Но не часто, да, потому что сил просто не хватает еще и убираться. Хотя я люблю чистоту, я люблю, когда в доме чистотой пахнет. Ну, по возможности, да, по возможности. Если вот даже какие-то вещи, которыми там не пользуетесь энное количество лет, если вы их выкинете, уже хорошо будет, да. Не обязательно там все намывать, начищать. Это не обязательно. Так, еще я вижу у вас мелких божьих коровок. Они все с правой стороны у вас кучкуются. То есть это какие-то дела, которые вы задумали. Вам там будет вести, но при одном условии, что это дело, оно для вас полезно. Ну, понимаете, да, не все, что мы желаем, для нас полезно. Тут как будто бы сама судьба будет этих букашечек раскидывать вам, этих божьих коровок раскидывать. Вот там, где надо, они будут вам помогать. Там, где не надо, ну, типа, справляйся сама. Но коровок много. Тут я у вас 5 штук прям насчитала. Ну, хороший знак.
Хороший знак, сама судьба помогает. Дальше, мои хорошие, здесь у кого-то отношения достаточно болезненные, да, любовь какая-то болезненная. То ли она неразделенная, то ли она какая-то зависимая, то ли, ну вот отношения там на грани, да, может быть в паузу ушли, может быть, ну как застопорились в каком-то моменте. Но я не вижу вашего счастья, я вижу наоборот как бы страдания. Именно коридор затмений поможет вам разобраться в этом вопросе. То есть если любовь, ну влюбленность, да, может не любовь, влюбленность была не настоящей, да, просто как наваждение, то вы прям почувствуете, что забываете, да, вот, что развязка произошла, что нет такого вот томления, что нет такой жажды этого человека. Прям как-то так спокойно будете воспринимать. То есть отпустит, да, наваждение вас отпустит. Если любовь настоящая, ну и вы будете стремиться к партнеру, и партнер будет стремиться к вам. То есть вы 100% помиритесь. По крайней мере, сможете о чем-то договориться, да, чтобы выровнять ваши отношения, либо начать заново. Такой позитивный момент. Кстати, по поводу тайных поклонников и поклонниц. Кого действительно будет колбасить, так это их. Во-первых, у кого-то отыграется, что у вас не один тайный поклонник, либо не одна тайная поклонница. Вот они все будут проявляться, причем проявляться по максимуму. Да? Это не просто, что там человек подошел, уделил вам внимание, а человек прям будет подходить и говорить: а я тебя люблю, да? А я хочу быть с тобой, да? А я хочу тебя. И это, конечно, достаточно пикантно, но, с другой стороны, все проявятся. Будете знать в лицо, кто ваш тайный поклонник. То есть это уже не будет для вас скрыто. Мужчина и женщина одинаковые предсказания. И также, мои хорошие, политика. Вот я как бы далека от политики, я не люблю эти все политические темы, потому что там ничего правдивого нет, да, все это скандалы, интриги, расследования, это все как ширма, да, ширма для зарабатывания больших денег. Я именно так отношусь к политике. Вот. Но на будущей неделе будет очень много громких политических заявлений. Очень много. По какой теме не скажу, но прям много будет. Да? Там тоже будут подгорать, там тоже будут всех штормить. Вот. Вы ничему не удивляйтесь, ни на что не обращайте внимания. Знаете, что это все действительно ширма. И люди разыгрывают сценки, истории, что там придумывают. В общем, пытаются, конечно, воздействовать на электорат, но для людей как бы пока ничего такого я не вижу глобального и серьезного. И бояться тоже не надо. Дальше. Треугольники будут ломаться. Треугольник. Тут треугольник может быть и дружеский, и любовный, и семейный. Да, разные треугольники бывают. Слабая сторона выпадет. Вот именно кто слабая сторона в треугольнике, тот и выпадет. Причем выпадет сам. Да, человек скажет: все, я с вами не хочу общаться, да, все, вы меня достали, я умываю руки, я ухожу. Семейный треугольник, дружеский треугольник, любовный треугольник. И все такие в шоке: ничего себе, да, вот это поворот, кто бы мог подумать. Вот сломается треугольник. С левой стороны прям совсем неожиданно сломается. Так, про деньги хочу сказать. Деньги. Деньги вообще странно себя будут вести. Энергия денег, она прям как в завихрение уходит, да, такие вот завитки, как этот торнадо. У кого-то неделя просто супер денежная, такая, что вот прям со всех сторон будет вас обсыпать. А у кого-то наоборот, очень много будет расходов. То есть на кого-то деньги со всех сторон летят, а для других людей, наоборот, деньги во все стороны разлетаются. Я не могу сказать, у кого как проиграть, потому что это общая отсыпка. Но действительно безумная какая-то энергия, она ведет себя просто вот нелогично, да, нелогично. Но с другой стороны, что есть, то есть. Деньги, которые разлетаются, они идут на откупы, так что не переживайте, вы будете откупаться, потому что коридор затмений, тут закрываются старые программы, обнуляется прошлое, кармические долги закрываются, да, деньги могут на откуп лететь от вас. А если деньги летят на вас, так это ваши должники платят, да, те, кто вам должны. То есть вам это как дар, награда, вы вообще молодец, заслужили. Вот. Не удивляйтесь, ничему не удивляйтесь.
Да, такое время просто нужно пережить. И пережить максимально спокойно. Вам нельзя уходить в раздрай, вам нельзя уходить в высокие вибрации. Старайтесь где-то вот посерединке держаться, не в минус и не в плюс. Вот займите эту золотую середину. Даже если будет тяжело, все равно держитесь этой золотой середины, поверьте. Тогда у вас все будет нормально, спокойно, пройдете этот коридор затмений, да, никаких плохих моментов не будет. Но вот выходные у вас очень хорошие. Что-то вот на выходные хорошее случится. Там и радуга взошла, и стрела вверх полетела, и букет у вас такой красивенький. Ну, хорошее какое-то событие произойдет. Женщина вот с платочком пляшет. Мужчина с ребенком на руках. Семейное у кого-то событие, у кого-то новости очень хорошие, прям выходные придут. Кто-то именно выходной придумает, чем ему заниматься, да. Такой прям момент положительный. Так, мои хорошие, на этом у меня все, и свеча потухла. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.